Инстаграм — это все-таки информативная часть работы, к которой мы относимся серьезно, которая является, скажем так, основным новостным порталом для нашего университета. У нас специфика немного другая, потому что у нас все-таки профиль намного уже, и у нас очень специфические, скажем так, факультеты, у нас специфические курсы, поэтому нам расширять свою аудиторию, в частности, именно нефти и газа, гораздо сложнее, потому что эта специальность, скажем так, востребована в определенных регионах и у определенных слоев. Конечно, вести работу в этом плане немного бывает сложнее, сравнительно с теми университетами, которые являются многопрофильными. Однако эта работа, я как сотрудник пресс-службы, она, разумеется, интересная. Это определенные вызовы, это определенные челленджи, которые нужно решать. Допустим, тут, возвращаясь к тому вопросу, о котором вы говорили ранее, про то, что наши деканы, наши руководители факультетов, они делают прямые эфиры, мы так посчитали, что это намного выгоднее, это намного проще, и это для студентов или же абитуриентов намного интереснее. В прямом эфире они могут слушать вопросы, они могут задавать свои вопросы, и декан сразу же на них ответит. И тем более этот интерактивный, скажем, метод, он приближает абитуриента к университету. То есть здесь, получается, создается некая благоприятная атмосфера, где студент видит декана лицом к лицу и может ему задать вопрос, который его интересует. А вы в ТикТоке не планируете заводить страницу? Вот, насколько я знаю, даже Министерство образования сейчас в ТикТоке, Министерство просвещения на данный момент, они, по-моему, уже их ссылка не активна в ТикТоке, которая была раньше, но мне кажется, они возобновят работу, потому что она показала хорошие результаты. Большое количество людей, не только дети, вот как все считают, сидят в ТикТоке, большое количество студентов сидят в ТикТоке, и, в принципе, можно делать такой грамотный контент, информативный, примерно такой же, который у вас есть в Инстаграме, только уже на аудиторию ТикТок. Да, у нас, разумеется, такие разговоры были неоднократно. Мы несколько раз говорили о том, что есть все-таки востребованность, есть необходимость для того, чтобы открывать свой профайл в ТикТоке. Да, мы, скорее всего, будем открывать ТикТок, потому что мы бы хотели все-таки разделить ТикТок. Он будет такой свободный, развлекательного плана, который будет находиться, грубо говоря, во власти у студентов. А Инстаграм — это все-таки информативная часть работы, к которой мы относимся серьезно, которая является, скажем так, основным новостным порталом для нашего университета. У вас очень много информативных постов, есть разные подборки. Как вы отбираете информацию, которая нужна для студентов примерно? Как вы ориентируетесь? Это можно легко определить по времени года. Например, сейчас, уже начиная с конца мая месяца, мы начали активную работу по приемной комиссии. И в основном вся наша информационная политика направлена на то, чтобы информировать наших будущих абитуриентов, наших будущих докторантов, магистров, бакалавриат, для того, чтобы что им нужно для того, чтобы поступить в наш университет. Наш университет представлен во всех практически социальных сетях. У нас 9 страниц. Мы есть и в Фейсбуке, в Инстаграме, в Твиттере, в LinkedIn и ВКонтакте. Почему мы используем все разные страницы? Потому что каждая социальная сеть, она приносит нам свою аудиторию.